Большого дохода не приносит, но дело свое любим. Рукодельницы Удачного провели выставку-ярмарку. Вышитые картины, украшения и изделия из полимерной глины. Моя коллега Альбина Шарафетдинова ознакомилась с творчеством удачнинских умельцев. Умельцы Удачного встретились на одной площадке в День города. Там прошла творческая выставка. На аллее мастеров народные умельцы выставили свои работы. Картины, вышитые крестиком, украшения из полимерной глины. На каждую работу мастера тратят от 2 до 3 дней или несколько месяцев. Я занимаюсь канзаши и работой из фоамирана, аксессуарами для волос, галстуки, броши, ободки. Ну, в общем, все, что можно повесить на волосы. Многие мастерицы признаются, большого дохода их увлечения не приносят. Занимаются рукоделием в основном для себя, в свободное время. Когда изделий становится слишком много, дарят родным и близким. Когда, да, просят, продаю, а так сама люблю картины, вышиваю целыми днями, когда время есть. Главные ценители мастерства – посетители выставки. Каждый желающий мог приобрести подарки для родных, близких и друзей. Многие работы просто притягивали взгляды жителей и гостей Удачного. Мне в выставке все понравилось, в особенности картины, потому что необычные работы и не часто такие встретишь. Ну, не во всех магазинах продаются, а здесь можно приобрести. Рукодельниц нужно наших знать, и мы знаем, и пользуемся, когда нужно, их услугами. Они молодцы. Почаще при выставке проводить, мы будем почаще приходить. Аллея мастеров работала целый день. Посетили выставку народных умельцев сотни человек. Удачнинские рукодельники обменялись опытом и новыми креативными идеями и готовы творить дальше. Оригинальные работы представят на выставке в следующем году. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».